Здравствуйте, уважаемые студенты! Начинаем урок русского языка. Тема нашего урока – бессоюзное сложное предложение. Бессоюзные сложные предложения состоят из двух или более частей. Части соединяются по смыслу и с помощью интонации, без союзов и союзных слов. Итак, типы интонации в БСП. Первое – это перечислительная интонация. Посмотрим первый вариант. Край неба алеет в березах, просыпаются птицы. В данном предложении стоит запятая, так как это перечислительная интонация, и в предложениях не имеются других знаков препинания. Второй вариант. Зеленели дубы и пихты, вековые липы, развесив свои кроны, закрывали небо. Во втором предложении между частями БСП ставится точка с запятой, так как вторая часть предложения имеют знаки препинания, то есть запятые. Поэтому, чтобы разграничить части БСП, здесь ставится точка с запятой. Следующая объяснительная интонация. В данном бессоюзном сложном предложении мы видим знак препинания двоеточие. Я не успел укрыться, внезапно налетела буря. В данном случае вторая часть объясняет первую часть. Я не успел укрыться. Почему? Потому что внезапно налетела буря. В таких случаях ставится двоеточие. При сопоставительной интонации ставится тире. Труд кормит, лень портит. В данном предложении первая часть сопоставляется со второй частью. Труд кормит, а лень портит. В таких случаях мы ставим тире. В бессоюзных сложных предложениях запятая ставится в предложениях со значением последовательности. Поезд ушел, его огни исчезли. В данном предложении части БСП указывают на последовательность. Сначала поезд ушел, а затем его огни исчезли. В таких случаях ставится запятая. Также запятая ставится, если в предложениях есть одновременность действий. Жжет солнце, слепит пыль, жужжат оводы и мухи. В данном предложении бессоюзные части выполняются одновременно. Жжет солнце – первая часть, слепит пыль – вторая часть, жужжат оводы и мухи – третья часть. И все три части действия происходят одновременно. Точка с запятой ставится в предложениях, части которых чем-то осложнены или более самостоятельны. Мне попалась какая-то заросшая дорожка. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. То есть в данном случае у нас осложнена вторая часть. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Внимательно поглядывая вперед – это деепричастный оборот. Двоеточие в БСП ставится в следующих случаях. Если в предложениях есть какая-либо причина. Птиц не было слышно, они не поют в часы зноя. Птиц не было слышно почему? Причина. Потому что они не поют в часы зноя. В таких случаях ставится двоеточие. Двоеточие также ставится, если в предложении есть дополнение. Было решено, в поход идем завтра. Было решено именно что? Что в поход идем завтра. То есть вторая часть дополняет первую часть. Также двоеточие ставится в следующих случаях. Это если вторая часть поясняет первую часть. Например, погода была ужасная. Выл ветер, падал мокрый снег.
В данном случае погода была ужасная, а именно, то есть вторая часть поясняет первую. Выл ветер, падал мокрый снег. Тире в бессоюзных сложных предложениях ставится в следующих случаях. Если вторая часть противопоставляется первой части. Лето припасает, зима поедает. Это у нас бессоюзное сложное предложение. Проверяем следующим способом. Лето припасает, а зима поедает. То есть вторая часть противопоставляется первой части. Также тире ставится в случае, если вторая часть имеет вывод или следствие. Например, птицы прилетели, лес ожил. Птицы прилетели, поэтому лес ожил. Так можно проверить. Солнце дымное встает, будет день горячий. Здесь ставится тире, а можно проверить, поставив во второй части слово «значит». Солнце дымное встает, значит, будет день горячий. Значит, это уже следствие. Тире также ставится, если в первой части имеется условие или время. Например, настанет утро, двинемся в путь. То есть мысленно поставить можно союз «когда». Когда настанет утро, двинемся в путь. То есть в данном случае у нас есть время, да? Во втором случае посмотрим. Будешь читать книги, будешь все знать. В данном случае первая часть имеет условие. Если будешь книги читать, будешь все знать. Уважаемые студенты, вам дается задание следующего характера. Исправить, где нужно, пунктуацию предложений. Дается 3 предложения, вам нужно исправить пунктуацию, то есть расставить правильно знаки препинания. Удачи!